По традиции, мотосезон начинается, как только просыхает дорожное покрытие, и среднесуточная температура уходит в стабильный плюс. Вот и этот теплый день сегодня дал старт около 60 мотоциклистам Ингушетии. Легендарные Harley Davidson, спортивные Suzuki и знаменитые японские Honda. Классический, гоночный или туристический, неважно, это байк. И для тех, кто не знает, на байках не катаются, а летают. Это японский мотоцикл Kawasaki Vulcan 1600. 1600 это объем двигателя, это такая мощная кубатура, как бы для новичков, можно так сказать. Разгоняется? Разгоняется, впечатляюще. У каждого байкера свои правила и обязательные требования при подготовке к выезду. И чем качественнее они выполняются, тем меньше проблем будет в дороге. Проверили моторное масло, тормозную систему, рулевое управление, подвески, просмотрели перья и сальники, вилки, а также шток амортизатора на предмет потеканий. Байкеры с большим опытом без экипировки никуда. Это мотожилет, куртка, перчатки и шлем. Защитник обычно здесь, там просто защитник. Перчатка же там. Просто акит разугодишь. Все мотоциклисты в сборе. Долго не думая, байкеры отправляются навстречу ветрам, пока что по улицам Магаса. Неторопливая езда по окраине города, и колонна мотоциклистов заворачивает на улицу Кулиева. Под одобрительные сигналы автомобилистов и восхищенные взоры прохожих направляются в Назрань. Езда по центральным оживленным улицам Назрани привлекла внимание всех горожан. Взрослые и дети приветствуют открытие мотосезона. Рев моторов тысячи кубов слышен по всем центральным улицам. Вокруг городского пруда и в районе старого автовокзала в кожаных куртках горящие фары и музыка из колонок. Автомобилисты, заметив вереницу байков, все до единого прижимаются к обочине, пропуская мотоциклистов. Эмоции непередаваемы. Проехав пост в Кантышево, поворачиваю в сторону Малгобека, до которого час езды. За это время мы смогли убедиться, что быть байкером – это не просто хобби, а образ жизни. И то, что субкультура в ингушском проявлении куда более аристократичнее и этичнее, чем мы привыкли видеть в кино. Каждый маневр на дороге они согласовывают между собой, жестом, взглядом и, если удастся, словом, дабы не помешать другим участникам дорожного движения. Мотоциклисты едут в сопровождении машины ГИБДД, не нарушая правил дорожного движения. Все очень культурно. На самом деле, Мурат, а с какой скоростью мы едем? 50 км в час. Холмистые участки в Ачалуки проезжают на раз-два. Возвышенная местность для железных коней нипочем. Через несколько километров мотоциклистов встречает Малгобек. Двухколесные останавливаются вблизи с советским Т-34. Очередная точка маршрута пройдена. Самое время осмотреть мотоцикл, проверить цепь и звезду. Чем и занимаются мотоциклисты из Грозного. В открытии мотосезона в Ингушетии участвуют впервые. Познакомились с местными единомышленниками и поделились впечатлениями. Водительшілер бар, аз воевавши, лар садича, вайлар да сау аск. Уступать дури. Самел, да. Уступать дури. Вроде бы все юха бор, но уступать дик дури. Но алар ок, короче. Мотоцикл затрос, хабианца хам даризига. Схед да кунна да, короче. Полцо, короче. Халф да пасу. Да, лочол. Ну, уже 6-й год. Куза суперу разу. Открытие мотосезона 2022 проходит ярко и без преувеличения красиво. Мотоциклисты, в основном представители клуба РЗ, а также несколько байкеров дикой дивизии и клуба Дзурдзук. У нас в регионе около 50 мотоциклистов. Гости у нас есть из Дагестана, с Чечни и должны сейчас подъехать из Кабардино-Балкарии. Как бы приглашенные гости на открытие мотосезона.
Магаз, Назрань, Малгобек. Затем мотоциклисты отправятся в Карабулак и Сунжу. Маршрут байкеров выбран не случайно и пролегает через населенные пункты, где проживают сами мотоциклисты. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.